Калі летом 2020 года мяне затрымалі і кінулі на валадарку, я быў шчыра ўпэўнены, што пасля так званых выбараў мяне і ўсіх затрыманых блогераў адпусцяць, як гэта было, напрыклад, шальцамі белага легіёна, якіх там затрымалі ў 17 годзе. Тады КДБшнікі, калі памятаеце, прыдумалі нейкую крымінальную справу, ну а потым здуліся і па-ціхаму спусцілі ўсё гэта на тармазах, а хлопцаў выпусцілі. Я шчыра думаў, што і гэтыя выбары пройдуць па папярэднім сцэнарам. Нейкая колькасць людзей выйдзе на вуліцу, незгодная з вынікам галасавання, з падлікам галасоў. Ім насустрач выйдзе АМАП, раздасць гумовых дручкоў, кагосьці затрымаюць, адвязуць у ічу і ўсё, канец на гэтым. Як звычайна. Але такога паварота я не чакаў. Нават у самых смелых думках я не мог сабе ўявіць таго, што паўстане ўся Беларусь. І калі я ўбачыў па тэлебачанню хронікі з роднага Берасця, як нейкі маладзён з балёніка выпускае струмень газа ў твар мусара, а яшчэ адзін з набегу лупіць нагой у амапаўскі шчыт, маі грудзі так распірала, што я ледзь не лопнуў ад захаплення. Амаль адразу Нелюдь Азаронак узяў гэтыя кадры для прэв'ю сваей лайно-праграмы. І я меў такую файную магчымасць з асалодай бачыць гэтыя натхняючыя кадры зноўку і зноўку пры кожным выхадзе Грышкі Пачвары ў эфір. Калі я павярнуўся з турмы, я ўбачыў відэа ад лукашыстаў, прысвечанае падзеям гэтага дня, 10 жніўня 2020 года. Там мой стары знаёмы, былы актор брэсцкага тэатра Анатоль Башко, распавядаў, як яму было страшна за ягоных падначаленых, у якіх ляцелі камені і разобраныя дэманстрантамі лаўкі. Было ощущение, что это, происходит не в нашей стране, не в нашем городе. Сказать то, что не было страшно, не скажу, было страшно. Было страшно, Талян, таму што ты ссыкло і чмоня. Ну, згадзіся, ведь зусім іншая справа затрымліваць берасцейцаў за кармленне голубоў на плошчы Леніна супраць запуска акумулятарнага завода. Тут ты смелы со своими дебилами. Было страшно не только за себя, а именно за всех тех, кто был со мной, потому что я нес непосредственную ответственность за их всех. Не, Толик, ты про адказнасць не пизди. Табе было страшно толькі за сваю, выключна за сваю дупу і за паёк лукашэнкаўскі, якога пры новай уладзе ты, канешне, не дастанеш праз здзяйснённае злачынства. А зараз цяпер, ты баішся, бо разумееш, што тады, у 20-м годзе, прыняў удзел у гвалтоўным захопе ўлады і яе узурпацыі злачынцай Лукашенка. І ты разумееш, што ты саўдзельнік, што ты злачынца. І ты разумееш, што лепей было б заставацца працаваць у тэатры, гуляў бы там у драмах. И очень хотелось, чтобы все пришли домой здоровыми и невредимыми. Сёння я пазнаёмлю цябе, Толік, і такіх пачвар, як ты, з чалавекам, які прымаў удзел у тых падзеях. І зараз ён гарыць жаданнем паўтарыць гэта, толькі ўжо са зброяй. Каб ты і такія, як ты, дакладна ведалі, што маеце шансы адзін к аднаму застацца на тратуары з неўклюдна раскінутымі нагамі, з куляй у галаве. Памятаеш, Талян, Геннадзя Шутова? А мы памятаем. І Александра Тарайковскага памятаем, і Романа Бандарэнку, і Нікіту Крыўцова, і ўсіх тых, каго вы, блядзі лукашэнкаўскія, беззбройных забілі на вуліцах. Віктор Панцялеев, берасцеец, адсядзеў у лукашэнкаўскім канцлагеры 4 гады. Ён згадзіўся даць мне інтэрв'ю. Мы сустрэліся ва Ўроцлаве і паразмаўлялі. Я праз паламаты кампутар страціў частку дадзеных, але як будзе, так будзе. І перад тым, як пачаць, я скажу, што я шчыра
лечу Виктора Пантелеева героем. Да, я там был, это было весело на самом деле. Это было, не знаю, в людях не было никакого страха абсолютно. То есть люди шли и знали конкретно свою цель, они знали, к чему они идут. Я когда попал туда, там была такая атмосфера, блин, понимаете, единства такого, то есть все кричали что-то, флаги там махали, это было незабываемо. То есть я до сих пор это помню, у меня до сих пор вот мурашки по коже от того, что там происходило. Это было действительно классно. Віктор, який настрой був у людей? Все были позитивные, все смеялись, все, не знаю, там, знакомились. Я не знаю даже, как вам еще передать эти эмоции. Ну, то есть было, ты, находясь там, ты чувствовал, что ты в семье какой-то. Тады чаму ж пачалі бросать камни, разбирать лавки? Ну, я скажу, что это все провокация мусоров. Во всем виноваты конкретно эти люди, которые провоцировали людей на данные действия, то есть на действия самообороны, я назову это так. Если они применяют силу к нам, мы применяем силу к ним. И никак иначе. З чаго пачалося силовое супрацьстаяние? Ничего не предвещало беды вообще абсолютно. То есть никто не думал о том, что там какая-то бойня произойдет. А тем более, как мусора тогда утверждали, что уже тогда у нас было какое-то оружие, что мы уже тогда к чему-то готовились. Я думаю, что если мы тогда к чему-то подготовились, они бы уже, у них ничего бы и не получилось, в принципе. Но было как было. И, соответственно, мы прошли этот перекресток, мы повернулись. В этот момент приехали автозаки, приехали автобусы, оттуда выгрузились мусора, они все были со щитами, они все были готовы к чему-то. Как стычка произошла, то, что в моей памяти отложилось, это со стороны ЦУМа бежало очень большое такое подразделение, там какое-то, может, рота целая бежала, каких-то людей в непонятной форме. То есть они были все в черном, без опознавательных знаков, там, то есть ни шевронов, ничего у них не было. Там много карманов, разгрузочные жилеты, бронежилеты, шлема, балаклавы, что-то было в руках. То есть что-то, это пока я их видел на расстоянии. А в этот момент, когда мы уже пересекли перекресток, с этих автобусов выгрузились мусора. Они стояли таким полумесяцем, полукругом. И в сторону тех людей в черном, я не знаю, кто они такие, но будем их тоже мусорами называть, так как они мусора, действительно. В их сторону пошла девочка. Девочка молоденькая, красивая, блондинка, длинные волосы. Она пошла, подняла руки, уже в тот момент на перекрестке никого не было. То есть все люди находились уже за перекрестком в сторону МОПРа. Вот, она вышла, она пошла в их сторону. Пока те бежали, то есть еще два, получается, два мусора, так скажем, выбежали, короче, к ней навстречу и провели очень жесткое задержание. То есть, опять же, как я помню, ее, наверное, походу или в асфальт ударили, или что, и начали крутить ей руки, и она таким мертвым телом просто на них повисла. В этот момент где-то сзади меня какая-то женщина была довольно, наверное, в возрасте, она крикнула: «Мужики, посмотрите, что они творят». И в этот момент мы как бы сорвались туда. То есть мы хотели ей помочь. Чисто на эмоциях, на несправедливости, что эти суки так позволяют. Это так позволяют, понимаете? Ну, это, блядь, в моем понимании вообще такого не должно быть. Чтобы конкретно так. Тем более она была безоружна, это девушка в первую очередь. И они проводят такое задержание. Мы сорвались туда, и те менты, которые приехали и выгрузились с автобусов, они нам перегородили путь. Ну і колькі вас было чалавек, колькі сорвалося? Даже сорвались женщины, все сорвались тогда. Но нам перегородили дорогу. Нам перегородили дорогу вот эти вот ребятки со своими спецсредствами, со своими фалосами. И мы столкнулись с ними. То есть произошла стычка. В этой стычке вот прыгнул человек в щиты. У меня был удар какой-то там в щит. Я не помню, где я в тот момент находился, такой флешбэками все помню просто. И вроде бы мы как разошлись. Люди отошли первые, то есть не милиция, не мусора, а люди отошли первые от них. Начали выкрикивать, что милиция с народом, живе Беларусь и так далее. Двое человек упали перед ними даже на колени, чтобы они не проводили никаких карательных мероприятий своих. На что они сделали? Они раскрыли щиты, и они начали на нас нападать. То есть не нападать, точнее, а задерживать этих людей, которые упали под ним. На колени. На колени, да.
Соответственно, мы им начали помогать. Мы начали помогать этим людям быть с нами, а не с ними. Мы стали тягнуть на себя, они стали тягнуть на себя, мы кое-как у нас получилось это сделать. Никто в тот момент не был задержан. Но уже к тому моменту прибежали те. То есть это все было такое, это все так быстро происходило, что это, в принципе, я не особо даже понял, как это все произошло. Когда они только подбежали, сразу начались выстреливать гранаты, дым, слышны выстрелы с помповых ружей. Потому что его как бы не спутать ни с чем. То есть выстрел – это выстрел. Я сам получил ранение, 2, плечо, нога. Это было очень больно. Но в порыве адреналина я как бы не почувствовал, когда домой пошел. Что я хромаю на ногу, что у меня болит очень сильно плечо, у меня течет кровь оттуда. Как бы, я весь в крови был. Когда я пришел домой, я был весь в крови. Мне мать спросила, где я вообще находился, в какой войне. Милиция кидала гранаты навпрост у людський натовп? Короче, все гранаты, которые они запускали, они все почему-то попадали в центр людей. Там, где находились люди, туда они попадали. Это все обычная карательная операция, наверное, скорее всего, для них и такая была, чтобы запустить эту гранату, которую, опять же, рассказывал, которая имеет какой-то боевой элемент внутри себя, чтобы побольше людей просто побить. Чтобы побольше людей увидела кровь, скорее всего, разбежалась, там, я не знаю. Я скажу так, что люди как бы особо-то и не испугались их. Почему? Потому что я отходил последний, один из последних от самих этих, скажем, от мусоров, которые стояли в цепи. Я видел просто, куда люди побежали, что они начали делать. Люди начали готовиться конкретно к противостоянию. То есть они начали выдвигать лавочки, строить баррикады, хоть как-то остановить этот беспредел вообще. Хоть как-то дать понять им, что мы не подарим вам это. Поступает команда, что в районе остановки МОПРа по проспекту Машерова тоже большая достаточно группировка агрессивно настроенных граждан строит баррикады. Там уже было пожарче. Гэта былі маладзёны ці людзі розных узростаў? Были разные люди были. Я видел даже и пенсионеров, и очень молодых, и своего возраста людей. Очень много людей было и очень много возрастов. Практически сходу столкнулись с грудой камней летящих. Уже видели баррикады построенные. Мы уже когда прибыли, уже увидели баррикады. То есть в районе баррикад за ними находилось большое количество людей. Пересчитать было сложно. Плюс ко всему по бокам проезжей части также находились люди. Вот. Я говорю, агрессия в их поведении. Мы начали вытеснять сначала, просто выдавливать, скажем так. Вот. Потом произошел контакт, у нас полетели камни. Было уже после этого принято решение о применении специальных средств. То есть нами были использованы светошумовые гранаты. Вот. Это немножко так остудило, на мой взгляд, головы. Зараз, пасля 4 год зняволення, пасля усяго таго, што ты перажыў, перадумаў, як ты ацэньваеш тыя падзеі 2020 года? Я это оцениваю как какой-то геноцид своего же народа. То есть это неприемлемо власти так делать. Абсолютно нет. Потому что когда люди выходят на мирные протесты с несогласием того, что происходит, если ты уже и выиграл это, если там уже как бы показано, что вот избирком показал, что ты выиграл, так докажи это. Если люди есть недовольны, докажи, что ты выиграл. Зачем силой людей заставлять в себя поверить? Навошта Лукашенко спусціў міліцыю на людзей, нібыта сабак з ланцугу? Боится страх, боится своих людей. Все, с позиции силы показывать себя. Наплодили мусоров, это целая страна мусоров, целая страна военных. А што табе інкрымінавалі следства, прокуратура, суд? У меня есть удары ногами в щит, у меня есть нападение на УАЗик, так сказать, как они это трактуют. Хотя мы, по сути, отбивали человека, отбивали пару, которую они пытались захватить. А мы, получается, не дали этому. Не далі іх затрымаць? А они, как собаки, побежали от нас в УАЗик, спрятались и поехали. Чуть человека там даже не задавили. Это настолько страшно им было. Віктору Будзя
што распавесці сваім дзецям пра гэты яскравы дзень у гісторыі Берасця. Віктару і тым, хто 10 жніўня 2020 года выйшаў на вуліцы горада над Бугам і прымусіў сілавікоў аблівацца потным страхам. Я шчыра скажу вам, што шмат разоў бачыў перапужаныя мянтоўскія вочы. І гэта для мяне такая своеасаблівая асалода. Бачыць іх страх. На жаль, што я бачыў гэта не ва умовах сутычкі. Ну, это адна справа, калі ты здымаеш іх, калі яны там хлусяць, там робяць нешта незаконнае, а зусім іншае, калі ты стаеш у вочы са зброяй, супраць зброі. І я вельмі хачу убачыць страх у вачах амапаўцаў. У такіх самаўпэўненых, здаровых, курынагаловых дзяцін. Бо я перакананы, што амапаўцы амаль усе ссыкуны. Ну, можа быць, калі-небудзь мы яшчэ сутыкнемся. Так, паразмаўляем без кветачак, на роўных. Памятаеце у кленчатых беркутаўцаў? Ганьба! 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 Будзеце не тое, што на каленях стаяць. Поўзаць будзеце, як гады, па зямлі і маліць аб літасці і дараванні. Гэта ў вас наперадзе. Нам менялась статья 293, часть 2. Это трактуется она как массовые беспорядки. Вторая часть, она трактуется как сопровождаемая насилием, группа лиц, сопровождаемая насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожение имущества. То есть нам вменяли уничтожение инфраструктуры города, нам вменяли остановка транспорта, повреждение транспорта мусоров и насильственное действие. То есть мы применяли насилие к людям, которые, по сути, побоев-то и не получили никаких. То бок з мянтоў, на жаль, ніхто не пацярпеў. Ну, во всяком случае, те, которые пострадали, они были под программой защиты свидетелей, их никто не видел, они просто плели языком своим, что им угодно было. И то, каждое заседание, у нас было 12 групп, насколько я помню, или 11, и на каждом заседании их показания просто менялись. Ну, можа, хоць камусьці там косці пераламалі, галаву разбілі, ноздры запенілі монтажнай пенай, не? Нет, у них были ссадины, там кто-то не мог ходить по каким-то причинам, ну, на больничном находился, ну, такое там, как бы. Кто-то испугался какого-то там вымышленного коктейля Молотова, кинутого в автобус, там. Кто-то там рассказывал такие смешные вещи, что он испытывал страх, когда вот, это очень, кстати, в суде было подмечено, что какой-то мусор испытал страх. Как что ты туда пришел работать, спрашивается, если ты боишься? Распавядзі, як праходзіў суд. Во-первых, суд был открытый, но туда не пускали никого. Как это было договорено. Ну, то есть СМИ независимые не могли туда зайти. На моем последнем заседании запустили ОНТ. Хороший канал наш любимый, белорусский. То есть там канал. Хорошие люди там все работают. Привет вам, блин, всем. Вот. Суд проходил как? Все доводы наших адвокатов, все, получается, доказательства того, что они каратели, что они спровоцировали это все, судом не воспринималось. Оно как проходило, они создавали иллюзию законности. То есть где-то даже судья, вот Грушко этот, где-то он даже и там милицию, которая спряталась под именами из убойной силы. Действительно, там были такие Вася Рогов, там еще, ну, все помнят убойную силу. Вот. Где-то они их поправляли, создавалась иллюзия законности, но на аргументы адвокатов их отклоняли постоянно. На суд мы ездили как террористы. Нас водили туда в наручниках, поза ласточки. Вот. Когда, как, допустим, кто-то, кто был осужден, ну, ездил на суд для того, чтобы его судили за какое-нибудь убийство и изнасилование, ну, они просто ходили, как бы, ну, в полный рост, за спину руки они не держали. Нас непосредственно возили в наручниках. На суд нас поднимали в наручниках. Все это в позе ласточки, еще раз повторюсь.
и расстегивали нам наручники только тогда, когда мы находились в этом аквариуме. Безумоўна, хтосьці скажа, а як ты хацеў? Кідаць у міліцыянтаў каменнямі, не даваць затрымліваць людзей, раскашваць мусарскі бобік і на расслабоне хадзіць па судах ды сізах? Тым я нагадаю адну вельмі простую рэч. У кожнага народа ёсць права на паўстанне. Яно таксама вядома як права на супраціў прыгняценню, як права на рэвалюцыю. У палітычнай філасофіі яно акрэслена як права грамадзян любымі сродкамі аж да ўзброенай барацьбы бараніць свае права і свабоды ад узурпатараў. Лукашенко – узурпатар, нелегітымны кіраўнік Беларусі. Яго служкі мусара таксама нелегітымныя. Сілавікі дапамаглі злачынцы Лукашенка астацца ва ўладзе, і зараз яны усе разам злачынцы. І народ мае поўнае права абвергнуць антынародны рэжым разам з антынароднымі мусарамі. Ну, вядома, па магчымасці. Так што ты, Міховіч, на літасць асабліва не спадзявайся. Ты аддаваў каманды ў той дзень, 10 жніўня, сваім падначаленым на гвалт, на насілле. І ты абавязкова адкажаш за гэта. Наши показания в учет не брались. Суд убежден, вот это вот была фраза «суд убежден» всегда. То есть когда адвокат какой-то аргумент прокурора разбивал, суд говорил ему, суд убежден, что прокурор был прав. Калі табе абвесцілі прысуд, якія ў цябе былі пачуцці? Ці зразумеў ты, што гэта сур'ёзна, што зараз ты паедзеш? Ну, для кагосьці 4 гады гэта цэлае стагоддзе. Ну, мы улыбались, есть фотография на весне, где мы улыбаемся, где мы выкрикиваем лозунг, где мы махаем руками своим родственникам. Мне не было страшно, я не боялся ни зоны этой, я не боялся ни того приговора. Еще в тот момент движение жило, и я думал, что все-таки мы выиграем это. Я таксама, калі сядзеў у турме, думаў, што вось-вось і мы пераможам. Але, бачыш, злачынцу Лукашэнку падтрымалі злачынцы менты, і наша перамога на нейкі час адложана. Скажы, як да цябе ставіліся берасцейскія мусара ў СІЗА? Все было живо. Люди ходили, мы по радио слышали, что проводится там, везде какой-то движ проходил, все, везде задержания были, очень большие. Мы слушали по радио, ну, хотя мы знаем, что такое белорусское радио, но тысячи были задержаны, очень много. И, по сути, нас в Брестском СИЗО, по сути, нас никто как бы и не трогал. В любом случае были и те менты, это такой у нас был 7-месячный маленький режимник, противный до жути, который постоянно нам говорил, что нет, у вас ничего не получится. Через, наверное, неделю мне подкинули лезвие в кроссовке, чтобы посадить в карцер. Нас переселяют в очередную камеру, всей камерой. На следующий день приходят мусора, нас выводят в подвалы, ставят лицом к стене, мы простояли там на протяжении, ну, может, 30 минут. Потом нас заводят опять в камеру, и через час берут 3 человек, меня в том числе, и говорят, с вещами на выход. Мы забираем все вещи и идем в комнату Шимона, там, где шмонают людей. Первого быстренько обыскивают, я был второй, захожу я второй, и мне с подложки достают, ну, скажем, как положниковая туалетная бумага, то есть, которая положенная, достают 2 лезвия, 2 мойки этих от станка. Твое, я не мое. Они говорят, нет, твое, все, мы у тебя нашли. Пишут на меня рапорт. На следующий день меня вызывают к начальнику учреждения. Я туда захожу, объясняю ситуацию. Он дает им сутки разобраться, что происходит. Через сутки ко мне все равно приходят и забирают. Садят в карцер. И через день, я не помню, сколько мне, 10 суток мне вроде бы карцер этого дали.
и через день меня вызывают на совет их. То есть в совете собираются психологи, в совете собираются там режимники, оперативники, все собираются. И опять же, как и наше голосование, в стране происходит голосование там. Зачитывают мой рапорт и ходатайствуют на профучет. Что, ну, как бы неудивительно было, все единогласно подняли руку, хотя ни один из этих человек со мной не общался, он не знает меня вообще никто, но они зато посчитали, что я экстремист и что я должен быть с профучетом. А что можешь сказать про фашиста Вашкевича? Ён же тады быў пры цябе начальником СІЗА. Ось он садыст страшно. Якое меркаванне, уражанне аб ім? Я с ним один раз всего виделся, а второй раз я с ним увиделся, ну, тоже история из СИЗО, такая маленькая, была жара, это был, наверное, 21 год, лето, была жара, и в камере было невозможно находиться. Он пришел на очередной обход, мы задаем ему вопрос, ну, а как насчет вентилятора? Ну, нужен вентилятор, потому что здесь дышать действительно нечем. Он дает отмашку своим режимникам, что можно вентилятор, все. Мы заказываем у своих родственников. Родственники в этот же день практически приносят нам его. А на следующий день у нас их забрали. Ну, все, вам не положено, говорит, вентилятор, все. А еще плюсом не разрешали в шортах, тоже этого понять не могу. Ни шорты, ни майку снять. А еще больше скажу, что спортом запрещали заниматься. Они открывали окошко, нельзя, и все, там рапортами угрожали. Там, ну, это нарушение распорядка дня у них называется. У меня таких 6 рапортов было. Калі сядзеў у СІЗО, падтрымка была от людей? Ой, это отдельная, наверное, такая тема, которая меня затрагивает до сих пор. Я не ощущал никогда того, что я один, там, что меня кто-то предал, несмотря даже на то, что у меня там родственники мне помогали. Мне приходило каждый день, мне приходил какой-то пакет, пусть даже и маленький, но он приходил мне каждый день. Мне никогда не заканчивались деньги на счету. Люди шли. Я знал информацию от своей мамы, что стоят просто сотни людей стоят, которые хотят помочь, хотят передать. Пока это, опять же, каратели не убили это своими угрозами о том, что будете помогать заключенным этим политическим, вы попадете туда же. А так помощь была максимально сильная. А колькі часу пасля канцлягера ты прабыў на Беларусі? Чуть больше 2 месяцев. Потом я узнал, что на меня возбудили опять уголовное дело. Не знаю за что. Но я знаю точно, что это статья 342. У Барановичах як було на етапі? Ну, барановичский этап у нас был особенный для нас. Это было, то есть нас сразу же с СИЗО заковали в наручники, посадили в автозак, заставили нести вещи в наручниках. Все, ну, весь этап происходил в наручниках. Нас завели в Столыпин. В Столыпине мы думали, что нас расстегнут. Не расстегнул никто. То есть они нас закрыли в купе в это. Ну и мы ехали в наручниках. Ну, понятно, у наручниках усе ездят. А як с вами обращались супрацовники НКВД? Ну, я приехал ночью. Мы приехали где-то в 3 часа ночи. Нас встретил один сонный мент. Короче, он так и не разбирался, кто есть кто здесь. Там, ни у кого дела личных не было на руках. Нас закрыли в этап-комнату. Этап-комната была... Наверное, там ремонта не было со времен Екатерины, скорее всего. Потому что такие все полы убитые, какая-то лужа. Ну, короче, такая, ну, картина не из приятных. То есть там не было ни нар, ни полежать, ничего. Просто лавочка, туалет, разбитая комната и стол. Все, больше там ничего не было. К 5 утра подвезли Пинский этап. Приехали люди с Пинска судов. И где-то, наверное, через часа 3 нас начали уже по камерам распределять. Богато вас было? Да, очень много было. У нас было человек 15, наверное, в хате самой этой. Нас начали распределять. Распределение тоже никто не участвовал. Просто пришли менты, просто забрали, просто повели по продолам. Я сидел в 103-й хате. У нас было 3 там. Один тоже был из протестующих.
фамилию не буду называть, конечно, но у него, по его делу, получается, ему дали 20 лет, насколько я помню. За протесты? Короче, и за протесты, и за то, что он, оказывая сопротивление, воткнул отвертку, короче, мусору в ногу. Одному. Это было вроде бы, сколько я помню, либо Иваново, либо Драгищин, что-то такое вот. Заправка кровати осуществлялась вот в 4 раза вкладывалось одеяло, в 4 раза простынь, она ложилась крест-накрест, и подушки должны совпадать по углам. Если этого не делалось, вызывалась группа захвата, у них есть такая, которая без разбора начинает бить все и вся. Чекай, не зрозумів. Тобто складається одіяло. Вот, она складывается в четверо, получается такой вот как бы длинный прямоугольник. Ну, Ложится по центру кровати. Точно так же делается простынь ну, и ложится вот так вот, то есть чуть-чуть боком. крижом. Да. И подушкой нужно мерить расстояние, то есть она должна совпадать углами. И приходят каждый день, каждую утреннюю проверку режимники, и за это спрашивают. Если они проверяют подушкой это все. То есть, Що, за це садять реально? и на за это карту? садят, да. Был случай в Барановиче, в котором участвовал мой подельник, в котором они отказались заправлять так кровати, и на них вызвали эту группу захвата, и их избили в камере. От суки. Каждый раз, когда мы с камеры выходили на какую-то прогулку, только выходишь с камеры, сразу должен присесть и сидеть ждать, пока не выйдут другие. Все, по команде они командуют, ты встаешь и квадратиком, коробочкой идешь. Ну, гэта ўжо мы падкрэсліваем, гэта ўжо 21 год. Да, это 21. Ўжо калі яны пачалі ўжо гасіць. Калі ўжо там лукавы аправіўся, і калі яны там далі каманду, і ўжо стала зразумела, што... Слухай, а ты вось калі сам зразумеў, што все, ты ўжо не выйдзеш, як ты думаў, там праз месяц-два? Ну, наверное, мое сознание пришло в себя тогда, когда я приехал в Гродно уже. То бок на этапе, ну, уже в Городе ты зразумеў, што... На этапе, да, я понял, что, наверное, уже все. Как бы не стоит ждать каких-то освобождений, не стоит ждать никаких снисхождений, тем более ни от кого. Что мы конкретно едем в концлагерь. Слухай, а тебе прапанавалі падпісаць памілаванне? Было такое, но это было уже в зоне. Ну, Вот. подписал? Нет. Не, ну, Нет. я так само не. Нет. Нет. Были люди, которые подписали. Ты маешь на увазі політичних? Да, Це, до речі. да, Ну, были. тут справа в тим, що коли чоловік випадковий, ну что ему? Ему хочется домой худшее. Его там где забрали, где он там шел, там, может, какой Евроопт шел, и тут налетели, забрали, там, ну, наприклад. Есть різні, якби, приклади. А в огуле такие идейные не подписывались. Я скажу так, что большинство, даже, ну, не то чтобы большинство, наверное, 90% просто не подписали эту фигню. Ну, потому что, во-первых, ну, это как-то, если мы уже как бы вступили в какое-то движение, то я уже считаю, что заднюю давать, как бы какие-то помилования просить у того режима, которым мы, грубо говоря, боролись, ну, это для меня это... А ты якби вірив, що коли ти напишеш, то тебе дарують і випустять? Нет, Ну, это лживая власть, это лживая да. вообще... Я не знаю, они, может, самоутвердиться этим хотели как-то показать, что мы вас сломали там или что. Я не знаю, для чего это было сделано. Просто вообще. яны ловили тых, хто яшчэ не зразумеў, што яны гэта наебалава. Вось такіх яны ловілі. А тыя людзі, хто ведаў Лукашэнку і гэту блядскую ўладу, як ты іх? Яны ведаюць, што только себе зганьбіш і ўсё. То бок, а потым людзі, которые, вось, напрыклад, у нас падпісалі памілаванне, ты ведаеш, як яны потым шкадавалі? То бок, яны разумелі нават, што яны і выпадковыя людзі, але яны зразумелі, што іх падманулі, і ім ад гэтага было не па сабе. А ў Гародні якія былі ўмовы? Вообще ничего не было. В Гродно как будто нас не существовало вообще. То бок была лафа. Была Да, шутка. я скажу так, что, наверное, скорее всего, в Гродно мы как-то выдохнули. Потому что нас в американку первый раз закрыли. Ну, правда, огромной толпой, то есть 10 человек. Американка себя представляет это купе, ну, как в поезде. Вот поездное купе, только оно вытянуто еще на 2 метра.
именно не в ширину, а в длину. И для того, чтобы там поставить туалет. Така як домовина, така як гроб, да? Да, с маленьким окошком, мы там побыли немного, мы побыли там сутки всего. Потом нас перевели в Бастион. В Бастионе я встретил земляков там тоже, ну, они тоже по разным статьям сидели. Но там нет ментов, такое ощущение. То бок вас не шапалі. Ну тоді цікаво, чому тебе менавіта там прийшла думка, що все, не відпустять. Потому что я уже бы, наверное, начал осознавать, куда я еду. Уже, что я уже еду как бы. Если еще в Барановичах я подал апелляцию, и где-то ко мне адвокат приезжал, говорил, что... Ну, у нас же как, у нас вся информация происходила из адвокатов. То есть адвокаты привозили. И адвокаты, они как бы питали нас, скорее всего, сейчас я понимаю, что какими-то иллюзиями, что вот-вот, типа, все хорошо, все класс будет, не переживай, там, вот сейчас напишешь. Адвокат меня там тоже склоняла к помилованию. Этому. Адвокат тебе склоняла к помилованию? Да, она склоняла к помилованию, говорит. А як вона гэта обґрунтовувала? Зачем тебе тратить время, как бы, на столь долгое, как бы, да, в каких-то местах, если ты можешь написать, у тебя есть шанс выйти. Ну, то бок, ну ти розумів, що ти нікуди не вийдеш, так? Или ні? Или ти такой думав, а може підписати, а може ні, а може підписати, а може ні? Короче, Были такие думки? Ну, короче, скажу честно, что одно время, где-то минут, наверное, 15-20, я еще как бы такой, ну, у меня недоразумение появлялось в голове. Но после я потом подумал, да нафиг мне это надо вообще? Ну, зачем? Если я вписался уже сюда, зачем мне у кого-то просить о каком-то помиловании? Зачем мне это, ну... Если я шел, ну, я боролся за другое немного, а теперь я иду на поклон? Не, я думаю, нет. Ведаеш, я заўсёды думаю, што калі б людзям, усім грамадзянам краіны паказаць лукашэнкаўскія застенкі, можа быць, у іх што-то ў галаве просто памянялася, таму што калі б яны гэта ўбачылі, як утрымліваюць іх бацькоў, сыноў, мужей, братов, яны просто в ахуе были. Это галимая рабочая сила просто, которая не оплачивается никак. Вот, ну, так для понимания просто, чтобы вот как бы зрители поняли, да, там зарплата 30 копеек. І то, што гэта арабская дармавая сіла, гэта адно, як там здзёкваюцца, як там кормяць. Колькі ты згубіў вагі падчас свайго затачэння? Килограмм 11-13. Если в СИЗО у нас было, в принципе, мы питались своими продуктами людей, которые нам помогали это делать, то там у нас не было ничего. То есть, ну, мы приехали с тем, то, что у нас было, и как бы по этикету мы что-то оставили, где-то какие-то кто-то нам на этап нам что-то собрали, как бы, но это все равно это маленькие сумочки, которые как бы в принципе не дадут хорошего пропитания. Это кусочек сала, это кусочек сыра, там, ну, немного. А як кормили на Могилев 15? Ну, кормили, конечно, паскудно там. Ну, как бы, как я знаю по информации, это еще с большего нормальное было питание, если исходя из всех зон. Но все равно можно было есть только завтрак, это каша молочная. С прекурсорами ел? Ну, конечно. Без прекурсоров? Не, никак вообще. Не, это, блин, ну, фу, это... Так само, как разумели, что каша рознь, потому что коли каша там на молоке, там, и я навогуле, а гэтую кашу без сухофруктов, там, ці изюма... Ну, она у нас была на молоке. Ну, добро, а іншая там что? Основная это перловка. Когда я приехал, продуктов не хватало там. Это я знал, исходя из того, что у меня был знакомый как бы в хозотряде, ну, именно брестский человек. Что значит не хапало? Не хапало, не могли всех накормить, чтобы... У них такой прикол был, короче, они продукты как-то заказывали по-странному. И я, получился, попал в тот период, когда просто в продукции была только одна перловка. И мы ели на завтрак перловку, на обед перловка суп перловый, перловка там с каким-нибудь котлетой там непонятно с чего, там с кишками торчащими там и так далее. Перловка в котлете и перловка на ужин. Вот. Просто вся эта перловка, и это было на протяжении 1,5 месяцев. Где-то так. Потом они завезли картошку уже, потом уже что-то там начало появляться, какой-то рацион. Ну, короче, мы с худшего к лучшему переходили, и как бы создавалось впечатление, что как бы в принципе налаживается все кормежка. Но опять же, если посмотреть со стороны, к примеру, гражданской жизни, свободной жизни, это просто свиней так кормят. Ты кольки на зоне был в ШИЗО? Я был в ШИЗО где-то около 110 суток.
У меня в общей сложности самый максимум я сидел 20 суток. И все это было практически все рапорта, которые на меня были написаны, они были вымышленные, они были выдуманы из головы, и их каждый раз придумывали. Когда мы только туда приехали, козлы получили установку нас, грубо говоря, въебывать. Они придумывали разную историю, абсолютно разную. Даже если ты подходишь, ну, как у меня, допустим, тоже, опять же, мой случай, я приезжаю, и ко мне подходит просто козел и говорит: ну, что там ваша Тихановская? Я говорю: ну, а что ты хочешь конкретно услышать? Да не, ну так, да я говорю, я не знаю, я сижу очень долго, я говорю, я не знаю, что там происходит. И после этого ко мне приходят и проверяют мои сумки, ищут, короче, недостатки, то, что у меня там чего-то не хватает. По твоєму особистому міркуванню, ти сустракав шмат людей там, за кратами. Колькі сядзіць там без доказаў вины, як ты лічыш? Ну, процентов 70-75 так точно, что ну, это либо необоснованное обвинение было, либо оно слишком уже суровое, так скажем, за их деяния. Ну ти понял, що я зараз знімаю під увагою політично? Да, маю на да. увазі простих людей. Да. А як думаєш, а чого так відбувається у нашому громадстві? Ну, потому что людей, во-первых, нужно зашугать, людей нужно научить управлять, и это делается только путем страха, путем того, что... Ну, второй момент – это рабская сила, дешевая рабская сила, потому что изделия там делаются нормальные, а платить за них никто не платит. Давай про изделия поразмовляем. Мне ось то, что ты кажешь изделия нормальные. Там, где был я, на тройке, у нас изделия, там яны робили на дровоапрацоўцы, робили некие такие, типа, такие длинные гробики для перевозки шкла на Гомель с какого-то говна. У нас тоже было такое. Так вось. Гэта я бачу гэтыя станкі. Я, калі гляжу, думаю, які гэта ввогуле год іх вытворчасці гэтых станков. Такое где-то им 60-е годы, може 50-е. Ну, это просто капец. Я не ведаю, што яны могуць... Ну, да, брусы там яны могуць і рэзаць. То, што рабілі у нас на швейкі, гэта просто капец. Мы там шили, не мы, я не шил, шили спецвопратку для маза, какую-то хрень, какие-то коврики, какие-то тряпки такие мохнатые, каб подлогу там мыць. Там. Ну, я там нічога прикольнага не бачыў, і я не ведаю, наколькі гэта эканамічна выгодно, разумеешь? По-моему, это просто какая-то лухта. Нормалёво – это, наверное, сварочный цех. У нас была сварка, и там люди, ну там ужасные условия на самом деле. Там. Так, а что робили нормалёвого там? Они делали, как правильно это назвать, для вагоны, короче, для вагонов, ворота для вагонов делали, такие большие. Ворота для депо? Ну, для вагонов такие, здоровые, да. Дверы вы да, для дверы. выхода в вагон? Да. Потом они варили мебель тоже. Они делали мебель, они делали заборы, они делали... Не понял, как мебель варили? Ну, мебель такая, ну, то есть столики, стулья, да. С металла, да? Да. Они делали нары. Очень много нар делали. Это, сука, это они нары этой конченые делают. Да, на пружинах. Это Могилев этот. Да. А нас, знаешь, я был на таких нарах, которые железные такие каркасы, такие 4 таких... Не такие. И, ну... Я на таких тоже был, ну, конченые, особенно когда тоненькая, да? Там еще гэтые сварщики, ублюдки, оставляют такие гэтые сопли эти, и ты режешься ими у вершак, да? Мерзоть. Не, там делали нары довольно ну, как бы... Довольно комфортабельно. Ну, для зачаров. Да, если брать по тем меркам, то как бы они довольно неплохие. Ты что робил? В 4-м отряде была такая 43-я бригада. Чем она занималась? Одна часть чистила металл, чистила медь конкретно. Ну, проволоку. Нет, у нас различалось. То есть кто-то чистил алюминий, кто-то чистил медь. Вот. И это от отрядов тоже зависело. Это проволока называлась, так? Да, можно сказать и так. А моя задача была меня и еще 5 тоже политических. Мы эту проволоку грузили всю. То есть, ну, представим, да, там работать в помещении, к примеру, 300 человек. И эти 300 человек должны сдать 9 килограмм алюминия. Каждый? Да. Да. И вот мы эти провода, которые они должны чистить,
Это самое смешное, наверное, я такого нигде в жизни не видел, когда телега, сваренная с осей задних «Жигули», ну, понимаешь, да, с такой трубой и настилом, а спереди ручка, как для бурлака такого. Да, слушай, я там... И вот мы шестером грузили эту телегу, везли ее чистили, мы собирали этот металл и везли его в склад. То есть это целый день мы этим занимались. 100 человек по 9 килограмм. Ну да, я просто думаю, куда они это загоняли. Это ж стопудово какой-то левак у них. Ну это был, короче, как-то раз нам попался документ, это был белцветмет. Я не знаю, только откуда они это берут. В таких количествах огромных. Потом был частник. Они частные, кстати, конторы тоже привлекали туда. А в данный момент те, кто чистили проволоку, разбирают мусор. Магазин был... Ну, я слышал, допустим, от других, что, к примеру, в других магазинах там сахар был, что-то еще, у нас какие-то запреты были на какие-то продукты постоянно. То есть была тетрадка, что вы хотите здесь увидеть. Туда что-то записывали, и все помечалось, что нельзя запрет. Хотя в других колониях это можно было. Наш Лазаренко придумал очень интересный поход в магазин. Я, правда, не помню досконально, из-за чего это все произошло. Но был, короче, конфликт какой-то. Я не помню, на какой почве. Это был конфликт именно с козлом, именно политический заключенный. То есть с козлом что-то не поделили. Тот козел пошел нажаловался. И Лазаренко придумал такую фигню, что все политические ходят после петухов. То есть, естественно, это неприемлемо вообще, как бы, в принципе. То вначале идут мужики, потом идут петухи, то есть опущенные вот эти вот всякое разное, а потом только идут политические. Ну, то бок ён зрабіў для палітычных, но я табе скажу, што ввогуле гэта сведчыць аб тым, што ён просто, что это просто мразь конченая. Это в 24 году было. Як ввогуле адрэгавалі зэкі? Ну, большинство как бы обычных, скажем, зэков, которые там по обычным статьям, ну, таким, типа скажем, им пофиг, да? народным. Ну, многие посмеялись с этого, то есть, как бы присутствовала какая-то двухличность. Ну, типа прикол, да? Да, типа прикол. Прикольно, как вы там будете, ну, да? Да. И як повели себя политично? Все отказались, все ушли в отказ. У нас сидело по человек 30 на каждом отряде. Какое-то время они не ходили, но потом пошли репрессии. Очень серьезные, то есть там кого-то посадили. До ШИЗа. Да, на очень долго. То есть кого-то что-то еще. Ну и, скажем так, многие сломались. Они стали ходить после петухов, они по-разному это все преподносили, когда, ну, у них интересовать. Просто, ну, там, по зоне, короче, каждый интересовался, кто-то ходил или кто не ходил. И получалось так, что все брестские наши, так вот никто не пошел. Брестские не пошли. Кто-то сидел в ШИЗО, кто-то получал угрозы в свой адрес, ну, кто-то просил не засылать ему деньги, только чтобы не пошли. Хотя у ментов были любые предпосылки, то есть иди купи спички, иди выпиши себе чек, сделай хоть что-нибудь. То есть, ну, мусора гневные. Ну, слушай, никто не пошел. Я просто в шоке. Уяви себе ситуацию. Значит, ты у Беларуси, пришел з зоны, починається война. Ну, ты сам бачиш, что Лукашенко всегда до войны. Да. И вось тебе у руки трапляє зброя. Ну, типа, треба воювати. Мне просто цікаво, ось ты воевал бы за Лукашенко? Конечно, нет. Просто чисто теоретично, да, то бок у тебе, наприклад, є зброя. Что ты робишь? Я, наверное, развернусь и в другую сторону пойду. А как иначе? Ну, нельзя иначе быть. Если мы уже, скажем так, взял мяч, все. Мы обовязково вернемся. Вы погодите, вы уже сами ведаете, что придут яны. Вы ведаете гэта и обсыкаетеся. И правильно робите. Потому что тое, что вы зрабілі для Лукашенки, тое, праз вас потерпели люди, вам никто не даруе. И вы ж уже зразумели, что вам будут разбивать носы, и что вам никто уже не будет дарыць кветок. Гэты час скончыўся. Так что живите и думайте. Я просто думаю, что как бы ту политику, которую мы, как бы, в принципе, можем внести туда, да, она, как бы, наверное, не особо жалко, конечно, что она не будет особо соответствовать. И даже если произойдет так, что мы вот завтра вернемся в нашу страну,
Я думаю, что нам не стоит подобаться вот этой вот мрази, которая так сделала. Віктор, хвилинку, а хіба я сказав, що уподобляться? Я кажу тільки про ровні для усіх варунки. Коли у вас, мерзотників, зброя, і ви валите беззбройних людей, як ви хочете, каб ви прочувствовали на собі, коли у людей є зброя, і коли ви, падли, будете ведать, що ви не вернетесь сьогодні домой, що вам прострелять голову. Ну ви же простреливаете, ви ж забиваете, і каб ви ведали, що ми на ровних. За гэта, а я ж не кажу, што там гасіць беззбройных людзей или ім там помсціць. Дарэчы, раз ты уже пра гэта загаварыў, мы ж там не яны. Што рабіць з тымі людзьмі, якія ў цябе адабралі 4 гады жыцця? От што б ты ім сам зрабіў? Ну, Асабіста, вось гэтаму Лазаренко, который там устроіў такія паходы ў краму, за то, што ты там на сотнях сядзеў, за то, што над табой здзёкваліся, от што б ты зрабіў бы ім? мне кажется, им нужно было бы показать то, как делать нельзя. Ну, и не стоит там, мне кажется, там какие-то карательные прям меры вот такие какие-то устраивать, потому что мы уподобимся им. Мы просто уподобимся, и мы будем ничуть не лучше их. Что ты понимаешь Получается. под карательными мерами? Которые они к нам применяли, наши избиения, наши потери времени, наше пребывание в ШИЗО, там, здоровье. Но если мы уподобимся им, мы будем такие же. Не, безумоўна, я ж не кажу, што я просто пытаюся, што з імі рабіць, как іх караць, как іх люстраваць па справядлівасці. Я ж не кажу, што іх там трэба над німі здзёквацца, так, заставляць іх галіцца, прымушаць, там закидываць на бетонны пол. Не, канешне. Мы ж-то не чмошники. Вот в том-то и дело. Мы зусім, это новая Беларусь, и она не может быть, это лукашенковская хевра так только может, потому что мы люди. Ну, в том-то и дело. Як, по твоему разумению, треба их люстровать, наказывать, як, карать? Они все должны понести наказание. Ну, Они все должны понести наказание. И если честно, я бы лично хотел бы прийти за каким-нибудь из них и посмотреть просто на его глазки, как он отреагирует на это. Они что будут ожидать то, что мы будем издеваться, избивать их, там, ну, я глумиться думаю, над ними. Я думаю, что нет. Яны так могут думать, но яны у тым-то и справа, что яны заўсёды играют на чалавечых пачуццях, и мы на гэта ведемся, потому что мы люди. И мы там 10 правду скажем, 10 признаемся, а яны не люди. Ось я тебе кажу там широ, но при всім тым я лічу, что уподобляться не трэба, и что у іх таксама трэба видеть особ. Яны несчастливые люди. Да. У іх вялікія хібы у воспитанні, у іх яны нешчасныя, і ад таго, што яны нешчасныя, яны робяць зло. Давай, может, зараз абмяркуем коррупцию в зоне. Ці была? Вот у нас была, а у вас? Ну, конечно, я не знаю, можно назвать это коррупцией, но, скорее всего, это коррупция, когда есть определенные люди в отряде, в основном это завхозы отрядов, и если поднимается какой-нибудь богатенький человек, это основная масса мошенников, и всех преступления связаны с финансами. То есть бизнесмены Бизнесмены, да, так точно. Когда поднимаются эти люди в отряды, к ним подходят люди, подтягивают их на разговор. Обычно разговор ведут завхозы. И естественно, что это происходит не по своей инициативе. То есть завхоз, в принципе, он не заинтересован там, в чем-то таком особом. То есть инициатива от мусоров исходит. И предлагает ему вариант. Плати деньги на фонд отряда. А это делается как? Это идется в штаб. Тебе проводят такую операцию, ну, я просто стоял на наказании как-то и слышал, как это происходит. То есть проводится, опять же, небольшая клоунада. Делаете ли вы это, ну, снимаете, соответственно, на дозор этот. По своей ли воле? По своей ли воле вы это делаете. Сколько такая-то сумма, все правильно, да, все правильно. Все. После того, как человек вносит данные средства. Ну, наприклад, давай конкретику. Наприклад, я не хочу ходить на промку. Ось. Колькі я повинен заплатить грошей по расценкам Могилёва 15? Сидел мой знакомый за коррупцию. К нему подошел завхоз. Они его подтянули. Они ему предложили привилегии. Привилегия тогда была свободная должность санбыта.
Санбыт? Самбыт. Самбыт это человек, который постоянно находится в отряде, не ходит на промзону, он не привлекается никаким работам. Ну, то есть он такой же козел. Ну, единственная его, получается, задача – это записывать людей в санчасти. Конкретно, когда к нему подошли, ему сказали, после того, как он получил уже крыло, он раскрыл мне... Крыло – это такой треугольничек. Просто мы людям объясняем. Есть... Крыло – это такой Нет, значок. Треугольник – это треугольник, а еще под треугольником есть, да, такое прямоугольное, прямоугольное такое висит, и там написано «Самбыт». Все, его привилегия не ходить на промзону, не привлекаться никаким работам. Короче, по сути, он ничего не делает, кроме как записывает. Просто балдеет, да, отдыхает и кушает там, ну, все дела. Вот. После того, как ему дали, через какое-то время он просто, как бы, мы общаемся, пьем чай, и он говорит, что на фотоотряда он повзаимствовал 2000 рублей. 2000 рублей. 2000 рублей стоили его привилегии. Но это по факту. Вот это факт. Это факт, это конкретика. И те, кто находились в ВК-15, они все прекрасно знают, как это работает. То есть... Ну, ти знаєш, у нас ось, наприклад, так само було, ну, для того, щоб ти отримав некий ништяк, то ты повинен был покласти, я не кажу там 2000 рублей, ну там можно было 50, 100, и тогда до тебе могла быть у будущего некая лояльность проявлена. То бок тебе могли споткання дать зручний для тебе час. Бо знаєш, от, наприклад, жонка каже, можу тільки ось у середу, а тобі кажуть, ні, у середу ти ж на промці. Ну, ось таке. Потім, чим більше ти перелічуєш грошей на, типа, на турму, тим тебе легше жити. Но это не тычилося нас, політичних. Политичных это никак не касалось абсолютно, потому что с нас никто ничего не брал категорически. Эти привилегии, они были не только такие, что там ты не ходишь на промзону, это, то есть, это даже загонялись какие-то запреты. Запреты в плане не то, что там какой-нибудь нож запил, там мобильный телефон и так далее. Это касалось там спортивного инвентаря, там, ну, у кого какие интересы. Ну, ботинки четкие, черт, кроссовочки такие зручные, туфли там хорошие. За $300 с хорошей подошвочкой, да, можно было да. по стадиончику нормально так бегать комфортно, а не в ботинках фашистских, которые робят. У вас Нет, они вроде бы на шклове, они вроде бы на шклове делались. Это не обувь, это пиздец какой-то. Это не то чтобы даже пиздец, это настолько тяжелая обувь, что... Ну, она просто... незручная, это просто... Ее придумали, чтобы уничтожать людей. Чтобы забивать людей. Да, чтобы забить людей. Чтобы их псовались ноги, походка там, и вовремя огульный стан здоровья. И, в принципе, весь актив отрядов, он состоял исключительно из тех людей, которые башляют деньги туда. Все. У всего актива отряда были фарфоровые кружки практически, которые были запрещены вообще в принципе в зоне. Как бы. И ко всему активу отряда были вот такие же привилегии. То есть первоочередное свидание, там, к примеру, расписываться месяц, это летние месяцы, там, к примеру, всем дают там 3, там, ну, 2-3. Если козлы записываются, то у кого-то забирают сутки, чтобы им передать. То есть, потому что деньги башляешь. И у нас не было такого, что там 50 рублей. Ну, на 50 рублей на тебя никто не посмотрит. То есть, если ты пожертвовал 50, там, ну, как бы... Ну я умовно сказал, потому что я просто ніколи не платил, але я ведаю, что, ну, люди там старались, кто хотел нечто там себе пробить, и они, ну, нечто клали. Это же не только касается таких привилегий, это касается привилегий там внеочередного выхода на стадион. То есть, к примеру, если мы, допустим, как нас называли БЧБшники, там, желтобирочные экстремисты, там, прям супербандиты, террористы, мы вообще не имели возможности туда ходить. То есть нам начальник колонии Лазаренко Алексей Валерьевич конкретно сказал, что экстремистам ходить на стадион нельзя. А вот, видишь, мы ходили. Нам нельзя было. Мы не могли ходить только у качалку. У нас была такая офигенная качалка, туда ходили только козлы и приближенные особы. А все как бы зачары могли ходить на стадион, бегать, там были турнички, ну ничего не скажу. У нас не было ни посещения стадиона, нам был полный запрет на это. Если выходил и где-то пытался петлянуть, тебя находили, тебе сразу рапорт садили. Ну ты бачишь, какая скотина. У нас был кинотеатр в зоне, в которой там в каждое воскресенье показывали какой-то фильм. Еще на моей памяти... Какой кинотеатр? Ты такаш кинотеатр? Это был какой-то такой кинотеатр? Это был прям кинотеатр, это был клуб. В клубе стоял проектор, был офигенно большой экран, был хороший звук, и люди приходили туда смотреть кино. А кто это купил? Зэки. Зэки. Я даже больше скажу, есть был случай один, это было перед моим освобождением, тогда делали связь.
тогда убирали таксофоны и все хотели цифровизовать. Цифровизовать. Да, не могу выговорить слово. там. Да. Оближбить. Ну. И когда это всего коснулось, пришли с исправ процесса, а я помню, кто даже приходил, у нас был ответственный за наш сектор майор Болотов. Вот, он был с исправ процесса, но который отвечал за наш сектор. Он конкретно пришел, он собрал всех козлов, и козлы донесли информацию на одной из лекций, что кто хочет помочь клубу приобрести новые ноутбуки, ну, будут, соответственно, звонить не 7 минут, 8, будут звонить 10 минут. Там, Может и 15. А может и 15. Но основная часть, да, как бы завхозы звонили каждый день. Они звонили каждый день, они звонили по 15 минут, у них были доп. Звонки. Они сами решали, кого записывать на доп. Звонки. Они сами, плати бабки, і ти будеш шоколаді там, і все. У нас зеки займалися господарчими роботами. Тобто яны робили, і причому робили вельми якісно. Будівники робили ремонти у помешканнях, потім дахи крили. Хоча я ведаю, по закону зеки не повинні працювати ось на гэтай фігні. Тобто яны і за гэта, наколькі я розумію, асабіста, калі крылі дах, прыязджаў цивільны майстар, там матэрыялы прывозіў, і я думаю, што яны разлічваліся з цывільнымі. Разумееш, пра што я кажу? Тобто працавалі зэкі, а паперы я упэўнены ў гэтым. Доказаў у меня, вядома, няма. І я таксама ведаю, што зэкі не могуць на гэтым працаваць. Все ремонты проводились зэками. Все абсолютно ремонты. И была даже такая фигня, что, к примеру, сделают в отряде ремонт, красят стены, к примеру, там, в зеленый цвет. Приходит начальник колонии, мне, говорит, не нравится. И его перекрашивают. Ведаеш, у нас такога не было. У нас рабілі было... как бы так прикольно. І вось гэтыя людзі, знаешь, яны былі шчаслівы, тому што яны не хадзілі на іншую працу, яны займаліся сваім любімым справам, яны былі адні. Іх ніхто не скубаў, не дзяўбаў. То бок, ведаеш, так? Калі ты ні ад кога не залежиш, ты встал і такой робіш нешта прыгожае сваімі руками. Нас привлекали на ремонты локальных участков. Это было добровольно-принудительно. То есть, если ты отказывал, тебе говорят, ладно, ничего страшного. А потом приходили и... А ввогуле, ты ведаешь, что по закону мы повинны працаваць только на таких общественно полезных работах. Мы можем только подметать 2 гадзіны на день, нешта вось такое рабіць. На промке мы повинны працаваць только по своему жаданню. А яны, бачыш, як робяць? Яны гоняць усіх на промку, а калі ты не ідзеш на промку, гэта лічыцца самым таким страшным, поверил в себя, и тебя вот за гэта сама жорстка наказваюць, калі не ідзеш на працу. І вось таким вось падманам яны робяць. На промцы, я б сказал, я не хочу на промку ходить. Калі ласка, давайте я буду нести там гэтую алею, там, ці што там, там нешта там переносить, там туды-сюды, там машину разгрузить какую-нибудь, то так. У нас промзона — это отдельная, конечно, тема, с отдельными зарплатами. Это тоже рабский труд. А, к примеру, допустим, подметальщики, вот эти вот все дворники, которые подметали, это все в основном, они как назывались там у нас. Я просто не знаю, что такое декрет президента, но по декрету президента элементщики, у всех, кого какие-то есть обязательства перед семьей, перед чем-то, они работают исключительно на этом труде. Они получают хорошую зарплату, в отличие от людей, которые, к примеру, там сбивают поддоны, там, занимаются сваркой. Чтобы зарплата шла детям. Да, чтобы зарплата шла детям. Хотя бы хоть это нормально. Потому что у нас такого не было. У нас аліменшчыкі нічога сваім дзецям не дасылалі, гэта 100%. Я ў гэтым упэўнены. Я гэтым цікавіўся. Я же блогер, і я ўсімі гэтымі пытаннямі цікавіўся. Как вот у вас происходило в колонии смерть? Умирали там у вас? Был ковид, помнишь? Да. Болело шмат людей. Казали, что все гэтые могилки с ковидными просто... А у нас у турме никто не помер. У зоне у нас померло пару человек. Дякую Богу, там не в моем бараке, но это выглядало так себе, ведаешь? Я скажу про смерти, которые я знаю. 2 смерти. Одна смерть случилась на моем отряде. Правда, там была, наверное, скорее всего, старческая смерть, никто так и не понял. Он просто там, человек умер в туалете.
А знаю такую хорошую, ну, известную, скажем так, смерть. Это смерть во время ремонта. Человек шел, нес мешок цемента на 3-й этаж. Поднявшись, он его скинул и умер сразу же около него. А сколько ему было годов? Он был не старше 40. Молодой хлопец, короче. Да, где-то 30, от 35 до 40, не старше. Ну, це коли там взяти там під увагу то, що, ну, як я ведаю, і він не повинен був там ніяких там ремонтних робот робити, то бок, є промка, ну, наприклад, на якій так само ми повинні працювати по жаданню. А всякі такі цивільні праці повинні там робити цивільні, там повинні бути цивільні будівники. Да, но такого, к сожалению, у нас нет. Деньги экономятся, непонятно для чего. Они воруются. Да. Просто що гэты хлопець, який помер, зарабатывал для їх гроші. То бок, яны там, у їх є стопудово некие домовы, типа там, їм просто, типа, они з цивільними працюють, і все, їм где-то перечисляються гроші. Это Старовой, там, который с канал, стройки. Угу. Ну, у їх же там нашли шмат порушень на промці з ягоним там этим подельником, я не пам'ятаю, ну, хозяин промки. И все, и он там 10, кажуть, повесился, там, чи задавился, там, что-то такое. Ну да. Случай был с промзоной, это было связано с бывшим начальником промзоны, который вывозил алюминий. Ну, Для своих потребностей, да. Святая справа, вторчермет. Они на этом, я думаю, что они на этом заробляють дурні гроші, і ось у нас так само, і вони ніяк не контролюються. Куди їх ці машини йдуть там? Лазаренко на БМВ ездит новый. Да? Да. Тоже все об этом знают. Хорошо Все об этом знают. Генералы метятся. Это ж этот Чудинцов у вас сидит? Да, Чудинцов Расскажи сидел у про нас. Ой, Чудинцов — это отдельная тема для разговора абсолютно. Это тот человек, который, как говорили у нас в зоне, походу он педофил. Он окружает себя просто, ну, его окружение основное — это 18-летние подростки. Это один из тех людей, который смог снять злостника и повесить обратно треугольник, вернуть себе 5 базовых, но при этом чудить так, как не позволено никому, как его фамилия, в принципе, звучит. То есть нам, по сути, как вот мы осуждены за протесты, всякого рода Чудинцов, и он осужден не за протесты. Понятно. Понятно, что он там за информационную нібито войну, за нехто, там нечто такое, но его взяли за наркоту. И что? Нет, ты маешь на увазі, что он сидит нібито як політичний? В том-то и дело, что неизвестно, как он сидит, но я просто хочу привести пример из того, что нам, как осужденным за протесты, любое упоминание символики, которая была, ну, вообще просто абсолютно любое, даже просто склад цвет от нашей исторической символики, она каралась, очень жестко каралась, когда, как он лепил торт, на торте он делал флаг БЧБ, ходил, всем его показывал, съедал его в окружении малолеток, и никто ему ничего не делал за это. Абсолютно никто. А на вот что он так робил? Скорее всего, он работал с ментами, потому что, опять же, есть подтверждение многих людей. Я знаю многих людей, которые пострадали от него. То есть, когда, ну, к примеру, банальный пример — окно. У него был спор с окном. То есть, один человек говорит: я хочу открыть окно, а тут говорит: а мне холодно, мне дует. Тот человек вылетел в другой отряд через ШИЗО. Чудинцов на месте сидит. Хотя, по сути, как бы, у него бирка экстремиста. Исходя из своих интересов, он лупил всех, кто ему не нравится. А он с тобой на отряде сидел? Да, он на одном отряде сидел. Еще самое интересное, мы спали с ним вот так. То есть я спал сверху, он единственный, кстати, с биркой желтой спал на нижнем ярусе. Да, он желтой биркой сидит. А ты же скажешь, что он треугольник там себе назад вернул. Да. В том-то и дело, что это единственный человек, который так сделал в зоне. А за что у него был профулит? Профучет у него экстремизм, экстремистская деструктивная деятельность, да. Как оппозиционер, так скажем, как против власти. И при этом ему дают высказываться, а скорее всего ему дают это делать, чтобы он провоцировал кого-то еще на такие же высказывания, чтобы потом занести это в штаб. И это известный факт. Ну а за это садили людей? Конечно, То, садили. Его хвастовство с этой нехтой. Он постоянно всем хвастался. Я создал нехту, он показывал про... Как его, этого знакомого зовут, забыл? Протасевич. Что Протасевич его лучший друг, что это он его поставил как бы на нехту, да, что он его продвинул в медиа. Ну, то есть такой вот человек он. Говно, одним словом.
Просто говно, и мне кажется, тоже одна из подстилок мусорских. Коли б, наприклад, ти б встрел його во Вроцлаві, это Чуденцова, дал бы попасть? Не знаю, я бы ему в рожу плюнул, блядь. Мой путь в Польшу начинался с Гданьска. Когда я только туда приехал, меня встретили замечательные люди, которые тоже... я не знал, куда мне деваться. И пока было неизвестно, когда я смогу приехать в шелтер. Меня приютили замечательные люди, с которым одним из них я пересекался в СИЗО. Вот, мы сидели в одной камере. Он тоже, кстати, политический. Он бежал из домашней химии сюда, в Польшу. Мы там посещали мероприятия, такие как митинги, посвященные нашим политзаключенным. Мы держали флаги, там, мы держали фотографии. В Гданьске мы познакомились с людьми, которые нам посоветовали посещать тренировки полка Калиновского. Я посещал эти тренировки. Я не буду говорить, сколько раз. Пусть будет за них загадочка, пусть думают, кто я там, что я, как я умею что-то делать. Но я посещал эти тренировки. Соответственно, я как бы фотографии скинул, показать, чтобы лукашисты там не говорили потом, что мы тут недовоины какие-то там, интернет-воины ведем какие-то. Нет, мы ходим на тренировки, мы тренируемся себя защитить, мы тренируемся себя полечить при каком-то ранении полученном. Это все проводят опытные инструкторы, которые именно боевые инструкторы, которые преподают много каких, и тактику, и медицину, и все. То есть там сейчас открываются новые курсы обучения дронами, это я знаю точно, будут обучать людей и вообще ищут людей, которые разбираются в дронах. Для обучения дальнейшего, то есть для обучения группы, для обучения. А все делается для того, чтобы если путинский, лукашистский режим все-таки надумает вступить в войну с Европой, чтобы мы, белорусы, могли как бы скооперироваться вместе и обороняться. Ці будеш ти давати показання вясне і ААН? Ці будеш ти з ними супрацоўнічаць? І ввогуле авансам зараз можеш сказати про фашистів, про тих, хто здзёкаваўся у вас на Могилёва 15? Калі памятаеш прозвище, было б вельмі добра. На первый вопрос отвечу, что да, я хочу, чтобы в конечном итоге эти люди ответили по закону за все свои деяния, за все свои издевательства, за все слезы людей, родных наших, за все слезы родных, которые погибли в этом. Это бойня была, на самом деле, это бойня, и это геноцид народа своего, и никак иначе. Я хочу дать эти показания, как бы. У меня есть пару фамилий, которые в моей колонии проявляли издевательство. Это непосредственно Лазаренко Алексей Валерьевич, это начальник учреждения, которого я лично сам как бы подвергся его как бы избиению, так скажем. Чуть ниже ягодиц, получается, вот в эти вот места, да, то есть он бил, естественно, это берцы, как бы, это не кроссовочки какие-то леговые, это берцы, это больно, и, то есть там тоже как бы мужик не маленький. Есть такие, как капитан Кисляков, он тоже, это еще тот, как бы, фашист, блядь, который он любит заставлять людей ставить на растяжки, то есть на глубокие растяжки. Я сидел в ШИЗО как-то и слышал, когда деда растянули так, что он упал. Растяжка – это когда руки в положении, ладошки в положении. Это самое легкое. Так становишься лицом к стене, а ноги растягивают как бы по ПВРу, их написано, что на ширине плеч. Шпагат. Да, но тебя, по сути, растягивают на шпагат и заставляют стоять не один час даже бывает. Капитан Кисляков любитель заставить отжиматься, заставить приседать. Он любитель, если это все не по-твоему идет, не по его точнее. Он любитель вызвать и просто наносить удары просто беспричинно, то есть в область живота, в область груди, то есть. И таких достаточно там. Я просто говорю те случаи, которые я знаю. А таких достаточно случаев. Кто у вас там славные такие садюга? Славный садюга – это Кисляков. А еще? Кисляков. Я знаю, что майор Болотов, майор Суганяка, они с правпроцесса, они любители были в ШИЗО как бы делать какие-то вещи. Я знаю, что с режима дела есть два кандидата. Я, правда, сейчас их не помню, как их зовут.
Як ты лічыш, што павінен беларускі народ зрабіць Лукашенко? Он должен поехать в Гаагу, и там его должны судить по закону. Ён павінен пасядзець у Гаазе, там дзе файна, там дзе не трэба галіцца, там дзе не даюць магілу вось гэтую рыбу смажаную, так? Там дзе проста файна, і падумаць аб тым, якім ён быў прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Вместе со своим дружком. Да, вось разам з Пуціным. Да. Аднойчы і ўжо хутка злачынцы Лукашенка не стане. Па сутнасці, ён нешчаслівы чалавек. Псіхічна хворы, недалюблены матуляй, вырас без бацькі. Усё жыццё меў купу комплексаў. Як па мне, дык ён ідэальны савецкі, толькі савецкі, начальнік Рауса ці ЖЭСа. І як такому ганебнаму і мярзотнаму гома-сапіенсу удалося стаць прэзідэнтам такой вялікай еўрапейскай краіны, як Беларусь, я не ведаю. Але думаю, што мы, беларусы, вывучылі гэты урок. І пасля абвяржэння рэжыма падобнага больш мы не дапусцім. Мы павінны памятаць усё, што з намі адбылося, усё, што з намі зрабіў Лукашенка і ягоная зграя. Усіх герояў, усіх, хто пайшоў супраць монстра і яго банды. Усіх, жывых і загінулых, мы павінны памятаць, каб гэтага больш не паўтарылася. Жыве Беларусь! Героям слава! Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы веў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Амур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.